Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите передачу «Акцент», в студии Розалия Борисова. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева. Сардана Михайловна, добрый день. Добрый день. Сардана Михайловна Гурьева с 2007 по 2012 годы была руководителем Департамента по государственным правовым вопросам администрации президента и правительства Республики Саха-Якутия. С 2012 по 2016 годы председателем Государственного комитета юстиции Республики Саха-Якутия. С 2016 по 2017 годы министр по развитию институтов гражданского общества Якутии. С октября 2017 года уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия. Будет месяц, как вы вступили в новую должность, и какую работу вы уже начали? Спасибо за вопрос, Розали. Хотелось бы сказать, что после принесения присяги на пленарном заседании Государственного собрания Ултумен Республики Саха-Якутия я вступила официально в должность уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. И прежде всего хотела выразить благодарность Государственному собранию Ултумен, республики, народным депутатам, главе Республики Саха-Якутия за высокое доверие, за возможность работать в интересах конкретного человека, гражданина. Ну и надо сказать, что, конечно, как любая работа, она требует вдумчивости, внимательного, кропотливого отношения к нуждам каждого человека. И прежде всего с первого дня работы практически я начала прием граждан. Данная форма работы, она является одной тоже из основных уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. И если на сегодня гражданин не получил защиты, поддержки в том или ином органе местного самоуправления, органе власти республики или федеральной территориальной структуре, не согласился с решением суда по его заявлению, он может найти поддержку, если есть на то основание, значит, если действительно его требования законные, найти поддержку уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. И надо сказать, что наше население активно, и это радует. На сегодня в республике создаются условия для того, чтобы возрастала гражданская активность. И мы знаем, насколько сегодня население и активно организовываются социально ориентированные некоммерческие организации, активно работают в общественных советах органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия. Во время отчетов правительства Республики Саха-Якутия тоже задаются огромное количество вопросов, которые каждодневно волнуют население. В целом в республике надо сказать, что выстроена определенная эффективная система защиты прав и свобод человека и гражданина, но по-прежнему у нас сохраняется, скажем так, высокий уровень обращений граждан. Это мы видим и в адрес главы Республики Саха-Якутия, в адрес органов власти республики, органы местного самоуправления. И, конечно, в этой системе работы уполномоченный по правам человека в республике тоже занимает активную позицию. И мы на сегодня работу видим по нескольким направлениям. Ну, во-первых, через обращение граждан можно увидеть тенденции в правозащитной деятельности, какие на сегодня вопросы волнуют население. И, во-вторых, есть такая эффективная возможность защищать свои личные интересы, индивидуальные решать вопросы через коллективное членство в некоммерческих организациях. Ну, поясню, о чем идет речь. Значит, за неполный месяц, который я работаю, фактически, значит, с 30 октября текущего года поступило 96
обращений, и мы не устанавливаем какое-то определенное время для приема граждан, то есть с 9 и до 6 вечера ежедневно у нас идет прием граждан мной и сотрудниками аппарата. И, конечно, в этой связи возникает вопрос, какие к вам поступают обращения, какие жалобы. Одной из первых это было обращение на нарушение жилищных прав гражданина. Значит, 6 ноября я выехала на место, мы договорились с гражданкой, я посмотрела, в каких условиях она живет. Значит, в 17-м квартале, ну, надо сказать, что в 90-х годах я жила в этом квартале по улице Пионерская, поэтому знаю, какие там условия проживания. Значит, и, конечно, мы сейчас ведем активную работу с Департаментом жилищных отношений городского округа, город Якутск, чтобы права гражданки были восстановлены. Вопросы ставятся на нарушение трудовых прав работников, и такое обращение поступило и в адрес уполномоченного по правам человека в республике, в адрес главы Республики Саха-Якутия. И надо сказать, что в одном из районных судов Мегино-Кангаласского улуса вчера состоялось судебное заседание по исковому заявлению гражданки по восстановлению на работе. Значит, мной было выдано заключение по поводу того, что я усматриваю нарушение трудовых прав, и суд удовлетворил заявление гражданки и восстановил на работу. Она вчера выходила, с нами связывалась с аппаратом, и мы привлекли в этой работе общественного представителя по Мегино-Кангаласскому улусу. То есть надо сказать, что кроме таких жилищных, трудовых, они достаточно актуальны сегодня. Вопросов обращаются на нарушение уголовно-процессуального законодательства, на несогласие с приговором суда. И сегодня у нас состоялся выезд исправительной колонии номер 1. Мы с утра сегодня выехали для проверки, для контроля, в целом для ознакомления. Посмотрели на сегодня, значит, условия проживания, как работает санитарная, медицинская часть. Посмотрели, в каких условиях работает у них и библиотека, условия, значит, познакомились и в меню. Ну, то есть мы на сегодня уже в практическом плане без раскачки осуществляем деятельность. И был организован прием осужденных, ну, по самым разным вопросам. Это начиная и с получения пенсий, значит, по вопросам, касающегося перечисления денежных средств, ну и так далее. Кроме этого, есть обращение из района, которое касается права на информацию, что вещание на радио на языке саха идет в ограниченном режиме. Нами направлен запрос Министерства связи информационных технологий, в чем же там по настоящее время причина. Мы это должны, конечно, сегодня актуализировать и внимательно разобраться. И также, значит, поступает обращение из улусов, например, из Алданского района, значит, из одного из поселений поступило обращение на нарушение жилищных прав. Нами был направлен незамедлительно запрос в прокуратуру Алданского района, которая имеет полномочия проводить соответствующие проверки. И проверив, выявили нарушение Санпина, то есть температурный режим не был соблюден. И в отношении теплоснабжающей организации на сегодня применяется административный штраф. Ну и думаем, что право гражданина по жилищным вопросам оно будет восстановлено. Кроме того, возникает ряд вопросов по применению пенсионного законодательства. И надо сказать, что второе направление, которое я хотела бы подчеркнуть, это в первую неделю работы состоялась командировка в Нерюнгринский район.
в группе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Галины Акинтьевны Данчиковой. И я приняла участие также в приеме членов общественной организации «Мы северяне», которые отстаивают вопрос по применению повышающих коэффициентов к пенсиям. Ну, данный вопрос, надо сказать, он возник не сегодня, достаточно вопрос он непростой, и надо сказать, что в настоящее время суть заключается в том, что есть ряд неисполненных и неотмененных решений судов. И я знаю, общественность при моем назначении тоже обращала внимание на то, чтобы уполномоченный по правам человека в республике могла к этому вопросу вернуться и, значит, принять уже определенные меры. Ну, какие в этой связи сразу возникает вопрос, а какие меры вы принимаете совместно с Галиной Акинтьевной Данчиковой, депутатом Государственной Думы? Мы на сегодня готовим проект обращения в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации, у которой есть действительно все законные основания для того, чтобы осуществить определенные проверки. Здесь, конечно, у жителей может возникнуть вопрос, каким образом вообще выстраивается работа уполномоченного по правам человека в республике, если самостоятельно какие-то властные полномочия. Но надо сказать, что полностью правовой статус, компетенции, полномочия вытекают из Конституции Республики Саха-Якутия, закона Республики Саха-Якутия об уполномоченном по правам человека. И, конечно, мы в своей деятельности руководствуемся Конституцией Российской Федерации, согласно которой сказано о том, что признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. И действительно весь смысл содержания деятельности законодательной, исполнительной власти, органов местного самоуправления состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. И поэтому в этом смысле мы работаем в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными структурами. И на сегодня есть определенные контрольные функции уполномоченного по правам человека, насколько властные органы в реализации законов во главу угла ставят права человека. И в этом смысле, значит, мы берем на контроль обращения граждан. Значит, если поступают устные обращения, мы, значит, при личном приеме по телефону, эта связь, она тоже достаточно нами используется в каждодневной деятельности, даются соответствующие разъяснения. И, например, обратились недавно ко мне по вопросам отсрочки мама для сына, который обучается в Северо-Восточном федеральном университете. И мной даны были консультации, была, значит, оказана правовая помощь, значит, по составлению заявления для того, чтобы мама могла реализовать свое право, потому что на сегодня военкомат, конечно, в соответствии с законодательством обязан рассматривать такие обращения, потому что мама обратилась, значит, в связи с тем, что ходатайство, например, от Северо-Восточного федерального университета, почему-то конкретные специалисты рассмотрели, но не стали фиксировать, то есть регистрировать. Поэтому, значит, у нас сейчас действует военком, недавно назначенный, человек очень ответственный, и поэтому полагаю, что вопрос будет решен в установленном порядке, при том, что если есть законные основания для предоставления отсрочки. Значит, есть вопросы, которые касаются правоприменения, ведь смотрите, когда человеку необходимо узнать определенный порядок, например, реализации права, значит, те или иные ответственные секретари комиссии объясняют общими словами. Но мы на сегодня говорим о том, что надо объяснять человеку понятным, доступным, простым языком тот порядок, который необходимо соблюсти.
И при обращении, значит, гражданина как раз по поводу получения социальной выплаты, которые встали на учет до 1 марта 2005 года, это касается федеральной системы, федерального органа власти, значит, один документ он не был соответствующим образом разъяснен гражданам, касающийся вопроса постановки на учет до 1 марта 2005 года. Казалось бы, вопрос такой достаточно простой для понимания, и может возникнуть у зрителей, что ж тут такого. А вопрос-то в том, что не разъяснив должностное лицо, гражданину, что именно нужен этот документ, в числе прочих, данная ситуация, она ушла совершенно не в том направлении, в которое должна была идти. И, как следствие, комиссия усмотрела нарушение порядка предоставления социальной выплаты, и на том простом основании, что не представлен именно этот документ, который казался бы достаточно простым, отказал в получении социальной выплаты. Поэтому я подробно объяснила весь механизм, который на сегодня есть, значит, полностью весь нормативно-правовой акт, который необходимо гражданам знать. Поэтому в этом смысле есть еще и третье направление нашей работы – это повышение правовой культуры населения, то есть, иными словами, это правовое просвещение граждан. Данная работа, надо сказать, что в республике поставлена на системную основу. В 2007 году, в бытность моей работы ранее руководителем департамента по государственным правовым вопросам, мы занимались разработкой концепции повышения правовой культуры населения. Все документы они поддержаны президентами, главой Республики Саха-Якутия. И мы на сегодня видим, насколько интерес к праву, интерес к защите своих прав находится у нас в динамике, уровне, каком, надо сказать. Уровень сегодня достаточно высокий, средний или низкий. Тут он такой разный. Почему разный? Потому что мы видим, что городские жители, промышленные районные, жители промышленных районов активно отстаивает свои права. В сельской местности бывает так, что, возможно, и почта далеко находится, и качество интернета, хотя мы знаем, что прилагаются большие усилия для того, чтобы качество интернета было повышено и еще больше усиливалось. Но вместе с тем все равно, скажем так, активность, она в этом смысле с точки зрения того, что защита своих прав, самозащиты, для того, чтобы бороться за свои права, здесь, конечно, у нас есть резервы. Поэтому последние годы в Республике Саха-Якутия уделяется внимание жителям сельской местности именно повышению правовой культуры. И посмотрите, вот с 2012 года, с декабря, и по моей предыдущей работе мы, значит, из 409 поселений охватили бесплатной юридической помощью более 250. Это, сказать просто, на сегодня тоже тут есть разные точки зрения, насколько эффективны такие выезды, неэффективны. Значит, группа приехала, обратила внимание, проконсультировала, значит, к примеру, в течение нескольких часов обратила внимание на те или иные возможности, механизмы, которые может гражданин использовать, и уехали. А что дальше? Вот на вопрос, что дальше, тут есть определенный ответ. Во-первых, это работа многофункциональных центров, но здесь тоже недостаток в том, что они находятся в районных центрах, например, в Нюрбе, Исхаты или Хорула. Приехать это достаточно далеко, надо сказать так, и из других отдаленных. Или тот же Тюмекинский национальный венкийский наслег, Таймылыр, что приехать в Тикси, но это практически достаточно сложно. Вот, поэтому в этой связи мы внедрили такую практику работы в республике. Но это я рассказываю о том, что есть на сегодняшний день. И мы это должны учитывать в нынешней работе уполномоченного по правам человека. Районные
активно, например, Такинский район организовывал выездные юридические консультации уже на постоянной основе, именно еще на бесплатной основе. Из числа тех специалистов районной администрации, из числа специалистов федеральных территориальных структур с выездами конкретные поселения. И тогда у людей, если по мере того, что накапливаются вопросы, они имели возможность, в общем-то, их разрешать в установленном порядке. Ну, поэтому таким образом мы сегодня находимся уже, в общем-то, в такой активной стадии. Поэтому с учетом предыдущих опытов работы мы видим сегодня перспективу, чтобы потенциал гражданского общества, потенциал некоммерческих организаций мы использовали во благо. Ну вот давайте посмотрим такой еще пример, который касается тоже давнишней проблемы. Это когда сообщество коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия ставит вопрос по решению документа о национальной принадлежности, так называемый, ранее он назывался вкладыш к паспорту. И когда применяются определенные льготы, ну, человеку ведь надо доказать, что он является именно представителем, да, из числа коренных малочисленных народов Севера Республики. В настоящее время каким образом идет разрешение данного вопроса? Граждане обращаются в суды. Вот. Но вместе с тем Республика Саха-Якутия неоднократно ставила вопрос перед федеральным центром по решению этого вопроса. Перед тем, как ставить вопросы, в республике был внедрен механизм выдачи вкладышев к паспортам, но он был приостановлен в связи с противоречием федеральному законодательству, то есть прекращен, по сути дела. И, значит, Федеральное агентство по делам национальностей, значит, разработало такой законопроект, который касается реестра коренных малочисленных народов Севера. Но уже вот предыдущая командировка по прежней должности, она показала, что на сегодня реестр, по сути дела, не решает вопрос национальной принадлежности. Поэтому у нас состоялись ряд встреч с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера Константином Васильевичем Робиком. И мы обратились совместным письмом в адрес уполномоченного органа исполнительной власти Министерства общества, который реализует государственную национальную политику, о том, чтобы все-таки, если мы на сегодня не поддерживаем механизм, проект федерального закона, который называется «Реестр коренных малочисленных народов Севера», что все-таки Республика Саха-Якутия сегодня имеет возможность инициировать нормативный правовой акт, который подготовлен нашими специалистами. Более того, есть на то поручение президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича о том, чтобы довести до конца и решить вопрос доработки нормативного правового акта, который разрешает вопрос национальной принадлежности коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но при этом мы полагаем о том, что могли бы тоже с учетом своего опыта помочь в разработке данного нормативно-правового акта. Есть ряд обращений от ветеранов боевых действий, значит, по вопросу того, чтобы решить свой жилищный вопрос. Они ведь у государства на сегодня много не просят, а, собственно говоря, готовы сами построиться и при том, чтобы просят помощи в выделении земельных участков. Проблема тоже давнишняя, и на сегодня мы находимся в активной фазе разработки законопроекта о дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий. Здесь мы активно работаем с сопредседателем Общенародного фронта Лютым Валерием Алексеевичем. Значит, я, как уполномоченный по правам человека сегодня в Республике Саха-Якутия, считаю, что этот вопрос важный, он социально значимый, потому что касается тоже круга тех людей, которые защищали Родину, отдавали свой интернациональный долг. И, конечно, мы, насколько сегодня возможно, можем оказывать помощь ветеранам боевых действий. Здесь законодательство нами проанализировано, и надо сказать, что есть ряд подзаконных актов правительства Республики Саха-Якутия, которые необходимо сегодня уже поднять на законодательный уровень, для того, чтобы это была еще большая защищенность на уровень парламента и на уровень главы Республики Саха-Якутия.
И я думаю, что там тоже есть ряд определенных вопросов, потому что хорошее быстро не делается, это плохое быстро делается. Поэтому нам, конечно, нужно всем терпение, профессионализма, ответственности для того, чтобы мы цель, которую видим, это защита прав и свобод человека-гражданина, она была достигнута. В связи с посланием главы республики Егора Борисова, какие цели и задачи у вас стоят на предстоящий 2018 год? Надо сказать, что в республике Саха-Якутия недавно отмечался 25-летие Института президентства Республики Саха-Якутия. Был проанализирован конституционный механизм полномочий, насколько сегодня население воспринимает данный институт, насколько сегодня идет поддержка и дальнейшее его развитие уже с учетом переименования главы Республики Саха-Якутия. И ежегодные послания главы Республики Саха-Якутия, они уже прочно вошли в практику повседневной жизни. И надо сказать, что это на сегодня большое в республике событие. И республика имеет возможность сверить свой, сегодня реализованный опыт, выстроить планы на будущее и, конечно, мобилизовать на сегодня общественность, все население в том, чтобы наша республика развивалась. И я бы хотела обратить внимание на следующие моменты. Первое – это то, что в послании главы республики красной нитью проходит повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. И надо сказать, что повышение доходов населения тоже находится в одним из тех актуальных вопросов, которые ставит население. И республика максимально создает условия, чтобы население повышало свои доходы, зарабатывало законным образом, конечно же. И повышение заработной платы работникам бюджетной сферы тоже, я думаю, требует определенного контроля, внимания со стороны уполномоченного по правам человека в республике. Мы должны понять механизмы увеличения, сроки и выплату, и какую-то определенную разъяснительную работу, взвешенную такую работу проводит Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. И можно здесь подключить общественные организации для того, чтобы был налажен и общественный контроль. Поэтому я думаю, что те финансовые лимиты бюджетных обязательств, которые заложены в проекте закона о государственном бюджете Республики Саха-Якутия, это является достаточно важным. И следующий вопрос, это касается вопросов трудоустройства. И, конечно же, то, что 2018 год объявлен годом содействия занятости населения в Республике Саха-Якутия, это как раз вытекает из пожеланий самого населения. И здесь республика демонстрирует то, что общественные инициативы, предложения населения власть слышит. И я думаю, что это тоже такой ключевой краеугольный камень в деятельности, в государственной политике на территории Республики Саха-Якутия. И данным тезисом серьезным образом связана как раз поддержка местного производства. Мы видим огромное количество народных мастеров, которые занимаются народно-художественными промыслами. На сегодня есть определенные положительные тенденции в связи с принятием закона о развитии сельского хозяйства. То есть на сегодня в сельской местности не только чтобы были работники бюджетной сферы, но чтобы было еще и производство. Ведь посмотрите, анализ-то как раз свидетельствует о том, что несмотря на сложнейшие 90-е годы, республика максимальным образом смогла сохранить все населенные пункты. И 409 поселений на сегодня уже вслед за стратегией Республики Саха-Якутия до 2030 года, целевым видением до 2050 года должны принять соответствующие свои стратегии. И вопросы производства, в том числе и местного производства, создания рабочих мест, тоже является приоритетными сегодня для наследников
Ну и думаю, что правительство республики с точки зрения, скажем, механизмов решения данного вопроса тоже к этой работе подключится. Но кроме того, хотела бы еще подчеркнуть о том, что по-прежнему право на жилье тоже является актуальной на территории Республики Саха-Якутия. Мы видим, что многое очень делается, государством принимаются различные механизмы с финансированием соответствующим. С мертвой точки у нас последние годы сдвинулось обеспечение жильем детей-сирот. В 2006 году я, например, имела опыт, выезжала по жалобе гражданки, значит, в Нерюнгри. Как раз она была ребенком, ну, сиротой, и в те годы бюджет, насколько мог, он порядка 10 миллионов предусматривал. А на сегодня, конечно, мы видим уже такую серьезную сумму, которая позволяет обеспечивать детей и сирот жилым помещением, хотя и там тоже, мы знаем, есть и вопросы по качеству жилья, и поэтому, конечно, данный вопрос тоже остается на контроле уполномоченного по правам человека. И механизмы, связанные с индивидуальным жилищным строительством, как раз было обращение жителей микрорайона Марха. Вот недавно в мой адрес состоялся личный прием. Он глава семьи, хочет строиться, ну и не выдаются займы, или их достаточно мало, еще и не решаются земельные вопросы. Поэтому вот активные граждане, которые хотят сами строиться, хотят решать свою проблему, вот просят на сегодня поддержки органов местного самоуправления и у республики. Сардана Михайловна, спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо вам. Желаем вам плодотворной работы. Всего самого доброго. Спасибо за внимание. Это была передача «Акцент», и до встречи в эфире.